Дорогие друзья, ну что, мы в телевизоре, и у нас гость очередной. Открытый микрофон мы предоставили Нюргуну Семеновичу. Нюргуну Николаевичу Семенову, извините, заместителю директора Якутского промышленного техникума. Речь пойдет про ювелирный кластер на базе этого учебного заведения. Здравствуйте, Нюргун Николаевич. Здравствуйте. Ну, что это за ювелирный кластер? Давайте вот расскажем нашим зрителям, слушателям. Ну, во-первых, я бы хотел поздравить всех с прошедшим праздником. Во-вторых, что касается кластера, мне бы хотелось, что называется, определиться с терминами, да, потому что мы все говорим кластер, многие говорят кластер, но что это до конца не понимают. Кластер предприятий – это одно. Образовательный кластер – это нечто другое. Если кластер предприятий – это нечто такое, когда в регионе существует там ряд предприятий, которые концентрируются на одной или соседних отраслях. Например, это Нерюнгринский угольный кластер, да? Или, допустим, ну, если Костромской ювелирный кластер, то у нас это кластер образовательный. На самом деле это объединение предприятий, работодателей, учебных заведений, таких как АГИКИ, Якутский промышленный техникум. Цель, вот это объединение ставит своей целью подготовку квалифицированных кадров для предприятий ювелирной и гранильной отрасли. Так, подготовка кадров, это имеется в виду, в этот кластер входят студенты, да, я так полагаю? Ну, студенты, это, скажем так, это наш продукт, который мы должны выпускать, квалифицированные студенты. Вот я бы хотел сразу... Вот ювелиров у нас выпускают много учебных заведений, да? А вот, допустим, специалистов в гранильной отрасли в России выпускают всего 2 учебных заведения. Это 11-й колледж в Москве и наш Якутский промышленный техникум. И все? И все, в России. А с чем это связано? Почему так? Это, ну, как сказать, мы только как сырье, что ли, можем, или как? Или исторически как-то так сложилось? Ну, вообще, вот здесь такая проблема. Якутия традиционно выступала как сырьевой регион. Переработка нам не доставалась. Ну, были такие благополучные времена, когда существовал концерн «Золото» Якутии, там мы много перерабатывали. Но вот, например, что касается гранильной отрасли, 80% мирового рынка огранки – это индусы, это индийская огранка. А Россия занимает 10% от этого. Мы от этих 10% вообще в каких-то там в долях. Буквально несколько процентов. Мы – это кто имеется в виду? Это якутская гранильная отрасль. Вот как, друзья, посмотрите. То есть, и вот отсюда вот мы и отталкиваемся от этих, ну, скажем так, от того, что имеем, от этих реальных условий, да? А какая вот стоит какая-то задача такая, ну, большая, глобальная какая-то вот цель? Мы хотим захватить вот этот вот долю, как бы сказать, мировую, да, в ювелирной, ну, в гранильной отрасли или как? Знаете, так далеко в своих планах мы, конечно, не идем. Да? Мы, прежде всего, образовательное учреждение. Мы ставим своей задачей подготовку квалифицированных специалистов. И вот где будут работать эти специалисты, да? Это уже как бы вопрос несколько иного порядка. Сейчас бизнес становится интернациональным. Многие по рождению якутские компании уже начинают свою деятельность, разворачивать свою деятельность по всему миру. Это в порядке вещей. Если... Вот я вам даже такой маленький пример приведу. Да? Есть, допустим, топ-50. Топ-50 – это топ-50 рабочих профессий, которые необходимы России. Вот из этого топ-50 у нас практически все наши специальности, которые мы готовим, входят в этот топ-50. Что, кроме не входят туда огранщики и ювелиры. Да? Но эти огранщики-ювелиры входят, допустим, в 152 профессии, которые нужны, допустим, Австралии, которые нужны Канаде,
То есть, если вы хотите эмигрировать там, в Австралию, Канаду, то если у вас есть эта профессия, вы в общем, больше шансов у вас. Да. То есть, это специалисты, которые потребны по всему миру. Мы хотим готовить таких современных специалистов. То есть, вот с этой целью, кстати, вы и создали этот кластер. Я так полагаю, да? Да. Именно с этой целью. Мы хотим готовить специалистов мирового уровня. Поскольку мы видим, что внешний спрос есть. Сейчас, такой маленький пример. За 2015 год курс золота вырос порядка на 15%. Золото растет в цене, соответственно, растет ювелирка. Я пока не буду говорить ничего про гранильную отрасль, там свои достаточно сложные проблемы. Это перспектива. Есть внешний спрос. Да, вот огранщик, он каким должен быть? Все-таки это работа и профессия очень тяжелая. Это нужно быть и художником одновременно, и в то же время быть каким-то таким, как сказать, это же... вот эта пыль, шум, они же вытачивают все это вручную, или сейчас как-то все на помощь пришли какие-то программы, может быть, машины как-то часть труда автоматизирована? Прогресс не стоит на месте. Сейчас, конечно, современные технологии, они уже даже ушли далеко вперед, все сейчас далеко не так печально, как не знаю, как в начале века, где сгорбленные люди создают сокровища. Нет, сейчас мощные производственные линии, мощные автоматы стоят, участие людей, не скажу, что сведено до минимума, но уже используются современные компьютерные технологии. И, кстати, у нас, у нас с этим немножко тяжело. Наш парк гранильный, он с 93-го года не обновлялся. Я недавно ездил в Сунтарский улус. Сунтарский колледж создавался как гранильный колледж. И я спрашиваю, где у вас станки сейчас стоят? И они мне показывают во двор. А вон они там под снегом стоят, 200 станков. То есть, А почему они там под снегом? Они уже устарели, там безнадежно? Они устарели, нет сырья, некому учить. Например, если... А сейчас они перепрофилировались или как уже? У них там есть программа развития, они выпускают ювелиров, там еще кого-то, даже такую экзотическую, не то что экзотическую, даже такую редкую профессию, как глава домохозяйства. Да? Да. Так. А станки там под снегом лежат. Станки, понятно, устарели там. Надо что-то делать, надо работать. А у вас 93-го года? У нас 93-го года, То есть это самые такие свежие, как сказать, передовые? Нет, это не самые свежие. Это у нас в республике. Приезжал, допустим, нет. У нас в республике у гранильных предприятий есть современные станки. Допустим, есть у нас фирма ДДК, она принадлежит индийским, бизнесменам. Предпринимателям. Да, предпринимателям. Они приехали, посмотрели на станки и буквально не оскорбили нас, а так вынесли такой суровый приговор, сказали, а это все можно выкинуть. То есть уже устарело, да? Устарело. А кто должен менять это оборудование? Вы должны привлекать каких-то инвесторов или как? Или... Для этого мы... Пройтись с шапкой по предприятиям или как? Для этого мы организовали кластер. Для этого мы организовали образовательный кластер. Мы предлагаем предпринимателям, предприятиям гранильной, ювелирной отрасли, учите на своем оборудовании. Вы купили новое оборудование, чтобы не переучивать кадры, которые мы выпускаем. Потому что если одно дело, когда человек учится на станках 93-го года, и потом приходит работать на станках 2015-го, это совершенно неприемлемо. Мы предлагаем предприятиям учить на своем оборудовании. Мы даже готовы открывать учебные площадки. Мы готовы платить
ну, хоть какую-то небольшую, но зарплату мастерам, которые будут выступать в роли предпринимателя, развивать так называемое дуальное образование. То есть, когда теория, какие-то основные теоретические моменты, когда некие подходы даются в учебном заведении, а практика, и причем практика работы на современном оборудовании, это уже задача, которая будет реализовываться уже на предприятиях отрасли. Вот. То есть вот таким образом. А они как, со своими станками, что ли, приходят? Или ребята они берут к себе туда на предприятие? берем, отправляем на практику, да. Ну, а вот что они делают? У вас же такой, знаете, огромный офис, оборудованный компьютерами. Что они делают? Они там работают над какими-то, ну, с помощью каких-то программ разрабатывают что-то? Или что они делают? Ну, у нас вообще в этом классе реализуется у нас следующее направление сырье, да. Во-первых, необходимо уметь разбираться в сырье, уметь работать с сырьем. Второе направление – это производство. У нас для этого есть учебно-производственный комбинат. Мы планируем развивать такое направление, как реализация, потому что реализация ювелирных изделий – это все-таки весьма специфичный вид деятельности. И есть такое направление, как дизайн. Вот дизайн – это, не побоюсь этого слова, это 90% составляющих вообще ювелирного бизнеса. Можно же просто так, ну, самородок просверлил и носить его, да? А вот именно творческий подход, умение создать что-то прекрасное вот из этого презренного желтого металла, да, именно вот это вот делает ювелирное ремесло, я не побоюсь этого слова, искусством. И у нас вот создана лаборатория дизайна, в которую мы привлекли специалистов с САГИКи. Вот сейчас мы с ними работаем в этом направлении. С британской школы высшего дизайна. Мы тоже с ними сейчас работаем. Там, конечно, вопрос в деньгах, но мы надеемся, что нам удастся их все-таки привлечь к сотрудничеству. Привлекли туда представителей технопарка. Мы хотим, потому что ювелир – это не просто ремесленник, да? Это, и огранщик – это не просто ремесленник, это человек, который должен владеть основами дизайна, человек, который должен уметь создавать прекрасное. Но вот недавно у нас был круглый стол, на нем выступал эксперт, национальный эксперт WorldSkills, господин Николай Михайлович Шаронов. Вот он прямо сказал, что дизайнер... Что такое дизайнер на производстве? Это маленькая фигура, человек, который сидит в своем кабинетике, там работает что-то там, ему начальство дает указания, что заработать. И он создает серии. Сейчас дизайнер становится ключевой фигурой производства. Сейчас, ну, например, вот простые обручальные кольца, их продать тяжело. Сейчас вырос интерес именно к штучным изделиям. К штучным. Изделия покупают из-за дизайна. И в этой части мы очень сильно отстаем. Вот, например, есть так называемый якутский национальный дизайн, да? Вот я вам скажу, его лучше делают в Костроме. Да? Да. Почему? Ну, Кострома вообще по сравнению с нами это... Совсем якутский улус. Да, это, конечно, не якутский улус, но... Ну, понимаете, вот я вам приведу цифры. Да, цифры позволят, скажем так... Задуматься, да. Вот мы добываем 24 тонны золота. Из них мы перерабатываем, внимание, 600 килограмм. 600 килограмм. В Костроме не добывается золото вообще. Но они перерабатывают 7 тонн. Ну, понятно, что... Тебе понятно, кто сырьевая республика, да, а кто перерабатывающий кластер. Там есть и, где переработка, там и концентрируется дизайн. Ну, скажите, вот меня всегда удивляет, да, Нургул Николаевич, все-таки в якутской культуре вот эти кузнечное ремесло, да, кузнецы, это особая каста. Это всегда как бы культивировалось, это всегда, как бы на порядок выше, да, это высшая каста в народе, как говорится, была всегда. И что происходит вообще? Почему мы все равно как бы отстаем и уступаем там какой-то Костроме? Это вообще что это такое? Не какой-то там, это все-таки на нее надо равняться, а у них надо учиться. Понимаете, я вот
верю в то, что у нас есть... вот у нас дизайнер выпускает АГИКи, у нас выпускает Якутская художественная школа. Мы, когда мониторили рынок, залезли в группу ВКонтакте «Дизайн интерьеров», и там 9 тысяч человек в Якутске только состоят. И вот сразу, кто эти люди? Почему они не создают дизайн ювелирных изделий? И вот мы... Дизайнеры-то есть, и ювелиры есть. Ну, то есть они удаленно работают не с вами или как? Или как они работают? Как фрилансеры или кто они? Ну, дизайнеров ювелирных изделий в Якутске буквально единицы. На самом деле, что ли? Так, а вы говорите 9 тысяч, это кто? 9 тысяч людей – это кто интересуется, допустим, дизайном интерьеров. Ну, вот, у нас развивается дизайн одежды, да. Вот если судить по публикациям в средствах массовой информации, дизайн одежды, дизайн интерьеров, там, графический дизайн. А вот с дизайном ювелирных изделий у нас сложно. Мы до сих пор используем такие народные наработки. Вот. А на самом деле... Понимаете, сейчас благодаря развитию интернета, да, у нас есть реальный шанс занять свою нишу на мировом рынке. У нас есть прекрасные ювелиры, у нас есть великолепный, не побоюсь этого слова, дизайнер, а вот смычки между ними пока немножко не очень. Ну вот приедет к нам Леонардо на ИСЭХ. Леонардо? Да. А вдруг? Вот. Это же тоже как бы уникальная такая возможность, народная такая инициатива, и прославила якутское национальное вот это кузнечное дело. Ювелирное. Леонардо Ди Каприо человек ювелирному бизнесу не чуждый. Например, он один из инвесторов Diamond Foundry, предприятие, которое занимается изготовлением искусственных алмазов. Поэтому это человек такой, он совсем не чужд проблем этого. Ну, интересно же, да, я целиком за. Просто, понимаете, это единичный. Вот я вам приведу пример, да. Есть такая фирма Сваровский, наверняка наслышана, она только с 2010 года, она уже дважды меняла свой бренд. Дважды меняла свой бренд. Нам нужно двигаться быстрее, не надеяться на то, что вот у нас, когда выступили с инициативой создать эту статуэтку в декабре, ноябре, вот в ноябре мы выступили с инициативой эту статуэтку создать, в июне, даст Бог, приедет, это полгода. За это время мы должны на самом деле двигаться быстрее, вот как в сказке Льюиса Кэрролла «Королева» говорила, для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать. А чтобы двигаться, нужно бежать еще быстрее. Мы должны создавать тысячи эскизов. Мы должны создавать тысячи макетов, да? Тысячи эскизов. Мы должны создавать огромное количество этих дизайн-проектов. А не только там одну статуэтку. Но вот смотрите, проблема вот в чем, да, смотрите, Ниргун Николаевич, допустим, студент такой вот какой-то у вас, наверняка их много, которые талантливы, они создают эти макеты, но ведь когда без воплощения, это, наверное, вот от рождения в голове вот этого проекта, да, и до рождения изделия уже, и вот до магазина, до прилавка, мне кажется, вы с этой целью создавали этот кластер, то есть у вас как бы... Спасибо, что... напомнили, да, на самом деле в нашей лаборатории дизайна именно для этого она создана, чтобы создать некую смычку между дизайнерами и непосредственно производством. Мы будем заключать договор авторского дизайна, если потребуется. Человек может у нас создать, для этого созданы все условия. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех в наш техникум, в эту лабораторию, тех людей, кто интересуется дизайном. Тех, кто хочет овладеть новой специальностью, это перспективная очень специальность. У нас там установлен 3D-принтер, у нас будут там вестись лекции, будет вестись обучение. И в том числе обучение по авторскому праву, да, как заключать договор. У нас, я считаю, что созданы все условия для того, чтобы человек мог прийти с идеей и получить в итоге ювелирные изделия. Но смотрите, а кто должен прийти? Это те люди, которые не имеют никакого, допустим, художественного образования, или все-таки вы будете обращать внимание, там, хотя бы художку должен человек закончить, да? Или что? Или
и вы его знаниями как говорится, снабдите или как? Во-первых, или просто люди талантливые. Вот я вот рисую хорошо. Да, это могут прийти любые талантливые люди. У меня есть вкус. Да. Добро пожаловать. Мы никого не ограничиваем. У нас нету такого какого-то ценза образовательного. Нюргун Николаевич, вот еще такой вопрос, да, вы говорите, вот народные традиции, вы как бы в основном вся ювелирка, которую вот носят сейчас женщины, украшения, да, это серебряные, там, золотые изделия, ну, серьги, да, допустим, они все сделаны под кальку или как? Или с использованием одних и тех же мотивов, там, узоров, как говорится, ну, в разных вариациях, или все-таки как можно на основе создать свой какой-то авторский дизайн, если есть уже какие-то каноны? И, наверное, эти каноны все-таки как имеют какой-то сакральный смысл. Ну, нельзя же, например, пихать что-то там. Меня удивляет, вот девушки, например, на праздники на наши надевают эти украшения, да. Иногда смотришь, идет девочка совершенно юная, а на ней такие массивные серьги, и если по смыслу вдуматься, они же как бы несут символ, ну как будто у нее там уже 10 детей, вот эти висюльки, которые символизируют количество детей. Но это же смешно, это дико, это как-то, ну ненормально вообще-то, в общем-то. Это что у нас, безграмотность наша? Или вот как вот это вот как-то вот во все это вплести вашу историю? Знаете, тут дело такое. Вообще, сколько? До, ре, ми, фа, соль, ля, си, 7 нот существует, да? Ну, из этих 7 нот, как бы, из ограниченного числа элементов создается разная музыка. Я считаю, что есть, если относиться вот... Есть элементы национального костюма. Там количество подвесок там, и так далее, элементов строго регламентированы. Это один вопрос. Так. И есть второй вопрос, когда на основе каких-то национальных традиций с использованием каких-то узоров, сложившейся техники создаются совершенно новые произведения. То есть это... баланс между приверженностью традиций и новаторством. Его надо соблюдать, да, как бы. Но тем не менее, мы все-таки в этом отношении я считаю, что нужно создавать побольше, нам нужно создавать, как бы, да, это вот, да, традиции надо сохранять, но ограничиваться исключительно ими нельзя. То есть нужно как-то шире смотреть, да? Да. И можно, не нарушая каких-то там сакральных вещей, да, ну, сознанием дела как бы немножко вносить какую-то новизну, или как? Ну, понимаете, вот, например, создаются сейчас там медали, да, гербы, да, там, и в то же время... Например, создаются гербы, была дискуссия вокруг герба якутского, он там нарушает какие-то законы геральдистики, да? Да, как бы, если вы создаете герб, да, он должен соответствовать строгим законам геральдистики. Но, с другой стороны, когда вы создаете ювелирное произведение искусства, то эти законы не должны вам мешать. Как бы. Тут нужно, как бы, как говорится, Богу, а... Но все равно, вот я считаю, Нюргун Николаевич, вопрос такой дискуссионный. В общем-то, это вопросы, которые должны обсуждать, наверное, историки, какие-то там, я не знаю, модельеры, дизайнеры какие-то, ну, авторитетные товарищи, да, в каждом своем деле. Ну и кластер, он у вас заработал в полную силу или вы постоянно, как сказать, вот сколько в вашей школе может человек находиться? 3 месяца, 2 месяца? В лаборатории у нас... Может, там 12 рабочих мест. Там 12 рабочих мест. Там, у них есть, там, не знаю, и своя кухня, там, и места для хранения, там, интернет, зона Wi-Fi. Все это дело предоставлено. Время не ограничено. Не ограничено? Время не ограничено. Ну, там как бы есть. Сейчас мы работаем в режиме 10 часов рабочего времени. Но человек, если туда пришел, он может работать там долго,
и долго. Ну, хорошо. В общем так, Ниргул Николаевич, большое огромное спасибо. Заместитель директора Якутского промышленного техникума был у нас сегодня в эфире. Мы благодарим за беседу и еще раз напоминаем, что на базе техникума работает кластер ювелирный. Так что приглашаем всех желающих в этот кластер попробовать свои силы в качестве ювелира-ограничника.